Шымкенттік көріпкел Бишімбаев туралы сотта қандай сұмдықтарды жайып салды? Салтанкой сильно напились и подрались сильно. Салтанаттың енесі Қуандықтың қылмыс жасағанын білген бе? Сильно плакала, я бросила трубку. Бишімбаев көріпкелден жалынып не сұраған? Вначале я думала, пьяный совсем уж гонит. Бишімбаевтың қорғаушылары неге көріпкелге айғайлады? А почему вы тогда пишете, что она спит и будет до утра спать? Армысыз ағайын, бұл қазақ айран. Аты шулы Қуандық Бишімбаевтың бүгінгі сот отырысын қазақстандықтардың көбі тағатсыздана күтті. Өйткені куәгер ретінде Шымкенттік көріпкелден жауап алынды. Естеріңізде болса, Бишімбаев Салтанат өлім аузында жатқан кезде жедел жәрдемге емес, сол көріпкелге хабарласқанын айтып, жұрттың жағасын ұстатқан еді. Құмалақшы әйел қанды қылмыс болған күнді қалай еске алды? Бұған дейін айтылмаған қандай шындықты жайып салды? Бишімбаевтың анасының Салтанатты құтқарып қалуға мүмкіндігі болды ма? Қазақ айранға жазылыңыздар. Біз бүгінгі соттың ең қызықты сәттерін айтып берейік. Шымкентте тұратын көріпкелдің есімі Гүлнар екен. Бірақ куәгердің өтініші бойынша судья оның жеке мәліметтерін жарияламауды және бет-жүзін көпшілікке көрсетпеуді жөн санады. Себебі куәгер оған әлдекімдер қоңырау шалып, қоқан-лоққы көрсетіп жатқанын айтқанбыз. Көріпкелдің айтуынша оны Бишімбаевпен 1,5 жыл бұрын анасы Альмира Нұрлыбекова таныстырған. Содан бері экс-шенеунік менен бизнес дамыту бойынша кеңестер сұрап тұрды дейді. Ал қайғылы жағдай болған күні Бишімбаев әбден мазамды алды деп ағынан жарылды. Он позвонил и сказал, мы с Салтанкой сильно напились и подрались сильно. Это было днем, вечером, И голос утром. у него был. Это было после обеда, наверное. 3, может быть, вот так. Мгм, Может, 4. мгм. Да. И я поняла, что он был по разговору выпивший. Ну, я это всерьез не восприняла. И он говорит, мы сильно подрались. Я говорю, и что теперь? О чем мне звонишь? Он говорит, посмотрите, посмотрите. Я как серьезно, я поняла, что он пьяный, выпивший. И сказала, врачу позвоните, скорую вызови, покажи ее. И он говорит, нет, нет, вы посмотрите, посмотрите. Не такой короткий разговор был. Минут 30 секунд, может, вот так. И все. Мгм. То есть это вы ему о том, что необходимо вызвать скорую, сказали уже примерно в 3 часа дня, да? Где-то ближе к 4, наверное. Сразу же я сказала, что я могу. Раз он говорит, что мы подрались сильно. Мы перебили, он сказал, и подрались. А вот смотрите, вы с ним созванивались несколько раз в этот день, около 8 раз. Вот, то есть вы хотите сказать, что вы в первый из этих звонков уже сказали вызвать скорую? Да, да, да. И он звонил, я не брала трубку. Мгм. Я думала, что он пьяный, я вообще не брала трубку. Я даже серьезно, не восприняла этот звонок. Мгм. А что конкретно он вам говорил? Вот. Почему вы сказали вызвать скорую? То есть что он конкретно Он вам сказал, сказал? Мгм. Он сказал, здравствуйте, вот у нас здесь вчера, говорит, мы сильно выпили и подрались сильно вместе. Мгм. Вот так. Я говорю, а я что сделаю? А он говорит, пожалуйста, посмотрите. И у него голос был какой-то, вот заговаривает, и тщательно подбирал слова, как, не такой, как обычно. И я сказала, вызовите скорую, сходите к врачу. Много же частных врачей, хоть куда. Нет, но Что а показали, скорую и всё. кому? Скорая ему нужна была или как? Вот это поточнее скажите. Нет, он сказал, мы вместе подрались, Салтанке нужна, он сказал. Что Салтанат нужна? Да, он сказал, она спит сейчас, отдыхает, плохо ей. Посмотрите, вот так, вот такой вот нецензурный речь была у него. А вот вы говорите, что вы созванивались 3 часа. А мы исследовали сообщения между вами и Бишімбаевым. Там также было вот в 15:01 он у вас спрашивает, с ней все окей?
вы отвечаете, что она спит. Вот. Да, Она Вот будет спать я до ему- утра, вы говорите. А? Вот вы говорите ему, она будет спать до утра. Это, получается, после звонка было или до звонка? Вот эти моменты тоже объясните нам. Это после звонка. Это он просто писал по WhatsApp. Я думала, он пьяный. И даже я серьезно не воспринимала, что он там пишет. Мгм. Скажите, что говорит, с ней все хорошо. Напишите, что ей хорошо. Он прям вот, он же вот такой, невыносимый. То есть, как понять невыносимый? То есть он надоедал вам, получается, или как? Вот немножко раскройте вот этот момент. Да, вот он позвонил, я ему сказала, ну что я сделаю, идите в скорую вызовите, врача, покажи, пусть ей сделают капельницу, чтобы она пришла в себя и так далее. Он все время звонит, я на телефон не стала вообще брать телефон. Ну, совсем не стала брать. Он стал писать. Напишите мне, говорит, что у него все хорошо, мне будет спокойнее, напишите. И вот это я имею в виду, невыносимый какой-то. Я без задней мысли. Ага, понятно. А вот вы сказали, вызовите скорую, то все. А он что на это отвечал? Что он говорил? Нет, она придет в себя. Какая скорая, он мне говорит один раз. А вот смотрите, еще вот в сообщении вечером он у вас спрашивает, 19:24 он вам пишет в сообщении, если Саума, вы отвечаете ему 19:26, Сау. Вот этот разговор объясните тогда. О чем вы разговаривали? Он все время говорил, она жива, есть Саума, вот это, наверное. Ну а вообще тогда скажите, вот ранее вы говорили же, что где-то раз в 2 месяца он к вам обращается. Что, вы ему помогаете или как вот этот момент? Объясните? Нет, он спрашивает по своему бизнесу в основном. Всегда он спрашивает только по своей работе. Нужно ли мне вкладываться в этот какой-то проект? Понятно. Вот такие вопросы. Вот Могу ли я инвестировать куда-то там? А с таким вопросом он к вам ранее обращался, вот, чтобы по физическому состоянию помочь человеку? Нет, не обращался. Никогда не обращался. Это был первый Все раз, время да? он обращался только по работе. Это первый раз, когда он вообще позвонил и обратился. Бишимбаев вам по семейным вопросам обращался? По семейным конфликтам или что-либо? Ну, он в основном же по семейным он обращается к психологам своим. У них много, он с ними работает по семейным. Откуда... Ко мне он с такими вопросами не обращался. Откуда вам известно, что у него много психологов? Он сам всегда говорил, что работает с психологами из Таиланда. Вы 3 раза сказали, напишите, что все хорошо, напишите. Он требовал, Да. чтобы вы написали ему, что все хорошо? Да, я даже не поняла, вначале я думала, вот пьяный совсем уж гонит. Он говорит, напишите, что все у него хорошо, напишите, что все хорошо. И все. То есть он, Я ему говорю, что писать, идите в скорую вызовите. он вас вынудил написать ему сообщение, правильно понимаю вас? Ну да, он говорит, напишите, что у него все хорошо. Напишите, я без задней мысли, без ничего даже это. Я думала, он пьяный, не воспринимала даже его серьезно. Көріпкел қанды қылмыс болған күні кешкісін Бишімбаевтың анасына хабарласқанын айтты. Сөзінше ол Қуандық пен Салтанаттың жанжалдасқанын айтып, Альмира ханымнан жағдайды білуін сұрапты. Алайда Қуандықтың анасы еңіреп жылап, телефонды қоя салды дейді. После того, как вы узнали о смерти Салтанат Нукеновой, каким образом вы как-то пытались связаться с ним, с его семьей? Или они Я пытались с сразу вами же вечером связываться? позвонила его матери. С какой целью? Я же не знала, в каком состоянии она. Я позвонила и сказала, твой сын там что-то натворил, а не понравился, иди узнай. Во сколько этот разговор состоялся между вами и его матерью? Вот после последнего
разговора с ней вечером. Сразу же. То есть где-то в 19:30 вы позвонили? Да. Я матери позвонила. Что она вам на это ответила? Она стала плакать и сильно плакала, я бросила трубку. Во время звонка с матерью Бишимбаева вы ей сообщали о том, что Салтанат Нукеновой нужна медицинская помощь? Нет, я позвонила ей и сказала... Нет «Там необходимости фотография, повторять. Что-то страшное. Свидетель, Позвони». свидетель, нет необходимости повторять одно и то же. Следующий вопрос. Вы сказали сейчас, там что-то случилось страшное. Что вы имели в виду? Ну что, они подрались настолько, что покалечили друг друга? Откуда вам известно, что что-то страшное произошло, если вам Бишимбаев говорил, что она все время спит? Я, знаете, по тому, как он говорил по телефону, я поняла, что там что-то, вот тревожность у меня пошла. Я свои ощущения передала. У вас не возникло в тот момент желания позвонить в полицию или в скорую помощь самой? Снимается вопрос. Следующий вопрос. Сейчас до допроса вашего как свидетеля вы заявили ходатайство о том, что вас допрашивали без СМИ, что на вас давление оказывается. Вы по данному факту в полицию обращались? Нет, вот последние 3 дня стала постоянно звонить и какие-то неизвестные. Я хочу теперь обратиться. О чем звонки поступают? Кто это звонит? С разных номеров и гадости говорят по телефону, пугают. Пугают? Да. А со стороны семьи Бишимбаева на вас давление оказывалось? Просили показаний не давать, возможно? Выходили на вас как-то? Я не знаю, кто. Вот какие-то номера звонили, но я не знаю, кто это. Откуда даже я не знаю. Но вас просили не выступать в суде, не давать показаний. Я об этом говорю. Нет, никто не звонил. Меня только пугают, убьем туда-сюда и так далее. А кто не говорит? Көріпкелдің сотта Бишимбаевты жағымсыз жағынан сипаттағаны ұнамады ма, әйтеуір сотталушының адвокаттары куәгерді қыспақ қалды. Тіпті оған дауыс көтеріп, қисынсыз сұрақтар қоя жөнелді. Бірақ қорғаушылардың бұл әрекеттері судьяға ұнамады. Скажите, свидетель, вот вы говорите, что он все время вам звонил, требовал, чтобы вы написали, но однако по переписке Бишимбаева и между вами переписки, там написано, что Бишимбаев вам написал в 15:01, и там нету ни одного звонка, чтобы до этого он что-то вам писал и требовал. Что вы по этому поводу можете сказать? Он позвонил и сказал, мы сильно подрались. Когда он позвонил? До 15:01. Скажите, что вот когда он это все говорил, и все время говорил, скажите, что все у него хорошо. Свидетель, Что одну всё минуту, у него подождите. хорошо. 15 Свидетель, вы уже неоднократно говорили об этом. Вы просто на вопросы отвечайте и все. До 15:01 он вам не звонил, и вы не звонили. Это что, вопрос? Соединения нет. Как вы можете объяснить, что он вам без конца звонил и про эти вещи говорил? Он когда первый раз звонил, он вот это все говорил же. Как он может звонить? Он вам просто написал. 15:01. Так, Вы защитник, ответили в одну 15:46. минуту. Защитник, сбавьте тон. Да. Вы фактически на свидетеля давления оказываете. Скажите, пожалуйста, вот в первый раз, когда он вам написал на WhatsApp, вы как таролог, раскладывали ли вы карты в отношении Салтанат? Нет, И смотрели я ничего не ли? раскладывала. Подождите, я вопрос вам еще не закончила. Вы раскладывали карты и смотрели, Нет. что происходит с Салтанат? А почему вы тогда пишете, что она спит и будет до утра спать? Защитник, прошу встать. Суд делает вам замечание, защитник. Я вам еще раз говорю, сбавьте тон. Вы должны относиться уважительно ко всем участникам процесса. Свидетель точно такой же участник процесса, как и все остальные. Неуважение, проявленное к остальным участникам процесса, расценивается судом как неуважение к суду. Вам понятно, защитник? уважаемый суд, я Прошу, прошу прощения. задайте нормальным тоном вопрос свидетелю. Көріпкел Бишимбаев бұған дейін маған
Талай рет түн ортасында хабарласып, әбден мазамды алды. Сондықтан қанды қылмыс болған күні оның қоңырауына селқос жауап беріп, сөздеріне аса мән бермедім деді. Ал сотталушының өзі Салтанатқа не үшін жедел жәрдем шақырмай көріпкелге хабарласқанын былай деп түсіндірді. Почему я ей все время перезванивал? Я ей объяснил, что пульс не могу нащупать, Бахаджан еще не пришел. И я прервал разговор. Она мне сказала, я сейчас посмотрю. Почему я потом все время набирал ее? А потом уже, когда Бахаджан пришел, вот, я не помню предпоследний звонок, 19:57 или 56, вот сейчас сказали. Да, тогда она уже подняла трубку, уже там было видно уже я искала, она сейчас уже второй человек не может нащупать пульс. Тогда она уже крикнула там, просто скорую вызывайте, и бросила трубку. Вы на эти звонки думали, что он в состоянии алкогольного опьянения просто звонит? Или что это было? Я думала, что он это, как психованный, как некоторые звонят же. А ранее такое было, чтобы он вот так вот звонил? Несколько раз, много раз? Один раз он ночью звонил мне месяца 3-4 назад. Вот так, всю ночь, это покоя не давал. Так, а что хотел? Пьяный. По работе что-то, деньги не поступают у меня, когда примерно будут они, что-то такое в этом. Бұл Қазақ Айран YouTube арнасы. Бізге жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның астына пікірлеріңізді қалдырып, лайк басыңыздар. Аман болайық. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұнындағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істеп үлгергендерге алғысымыз шексіз, бұл маңызды.